Салям алейкум. Исенмисис. Здравствуйте. Сегодня мы начинаем новый цикл передач «Уроки истории». Он посвящается интересным, важным разделам истории Российской Федерации, татарского народа. И, собственно, этот цикл надо было начинать очень давно, потому что сейчас история всех интересует, идут споры, а также история влияет на этническое самосознание народа. Молодежь, политика, все связано с историей и будущей, конечно, историей. Но как ни парадоксально, мы этот цикл начинаем не с булгарской истории, не с Аттилы, не с Золотой Орды, а с культурно-исторических связей казанских татар и крымских татар. Этот вопрос разбудили последние события в Крыму, на Украине. И после первых визитов делегации Татарстана в Крым стали раздаваться звонки, вопросы. Казанские татары, крымские татары. Кто вы? Чем вы отличаетесь? Вы совсем разные народы или один и тот же народ? Парадоксально, не просто оказалось ответить на такие вопросы даже нам самим, потому что что-то подзабыли, что-то изменилось, а также как-то так вместе живем и даже не всегда различаем друг друга, какие же мы татары. А ведь действительно вопрос серьезный, поскольку крымско-татарский язык преобладает, там больше огузский компонент, татарский, казанские татары больше кипчакские элементы, но когда-то это был единый литературный язык. То же самое с этнической структурой. Поэтому мы постараемся сегодня первым делом объяснить, показать, доказать общность, разницу и духовные связи казанских татар и крымских татар. Единство еще это интересно тем, что Крым, Казань, они были в единой структуре древнего государства Золотая Орда, а Крымское ханство наряду с сибирским, касимским, астраханским, казанским ханствами играло огромную роль. А теперь вот мы в разных странах, появляются такие коллизии, уже пора заново знакомиться и знакомить друг друга, а также народы, где живем мы вместе с татарами, других наших соседей. Для этого мы пригласили в студию нашего цикла Рубина Кабировича Абдуллина, представителя крымско-татарского народа, живущего в Казани. Он ректор Казанской государственной консерватории, народный артист Республики Татарстан и Российской Федерации и просто популярный, замечательный человек, единственный исполнитель такого уровня органной музыки. Вот так я представил вас, Рубин Кабирович. Вот теперь мы с вами уже разговариваем впервые. Мы ведь, наверное, много горожане наши, казанцы, Татарстана, не знали даже Абдуллин, кто он. Вот получается, что мы как бы представители разных народов. Как вы оцениваете вот свою этническую принадлежность и вот именно себя и меня в эти дни, и Крым, и Казань, свою идентификацию? Всегда, когда я попадаю в тюркоязычные страны или общаюсь с представителями народа тюркоязычного, я чувствую какие-то особые связи, которые обусловлены историей, обусловлены тем, что язык когда-то был единым, и понимание приходит с первых же секунд, никакого барьера, так сказать, нет. И думаю, что в эти дни, когда вот в Крыму разворачиваются такие события, трудные с точки зрения геополитической, трудные с точки зрения социокультурной, и приходят всякие мысли, так сказать, о том, какова будет судьба крымско-татарского народа. Она мне не безразлична, потому что я с детства воспитывался бабушкой, крымской татаркой, и мама моя, крымская татарка, она только в 15-летнем возрасте, в 1944 году, вместе с совсем репрессированным народом
пережила ужас ссылки. И, собственно, я родился по месту ссылки моей мамы в городе Ишкарале. И в возрасте 1 года, мне не было еще года, родители переехали уже по окончании института в город Волжск. И там проживала целая общность крымских татар, потому что это был целый большой эшелон, который в 1944 году, в мае, значит, был этапирован, и люди там рождались, умирали, но не выходили из вагонов до прибытия поезда вот в Марийскую республику. Тем не менее, этот народ сохранил и культуру, и язык, и этническую общность, и сберег в своей памяти все светлые и все трагические страницы истории, которые ему пришлось пережить. Из рассказов моей мамы я очень много знаю о том, как проживал этот народ. И история, в частности, моей семьи, она чрезвычайно интересна. Ну, достаточно сказать, что мой прадед, это дед моей мамы, он занимал достаточно высокий по тем временам пост. Он был управляющим Воронцовским дворцом и всем имением графа в Алупке. Это не только большой хозяйственный пост, он требовал и знания культуры виноградарства, виноделия и менеджмента, как сейчас принято говорить. То есть это был высокообразованный человек, который и воспитал, собственно, и дал начало семье. Вот. К сожалению, все события, которые крымско-татарский народ пережил за всю историю, они больше богаты трагическими страницами. И я понимаю, что сейчас люди, которые живут в Крыму, они обеспокоены завтрашним днем. Что же будет с Крымом? Как сложится их судьба? Ни один народ в своей истории не хотел войны, не хотел репрессий, не хотел катаклизмов, связанных с террором, с насилием. Вот. Но так получилось, что этот кусок суши, этот полуостров, божественно одаренный природой, берег моря, он был всегда привлекателен для многих народов. И должен сказать, что крымско-татарская культура впитала очень много культур других народов. Потому что там проживали и итальянцы, и греки, и армяне, и русские, и украинцы. И культура всех народов, как не знающая границ явление, она частично ассимилировала лучшие достижения других культур и впитала их. Рубин Кабирович, мы об истории крымско-татарского народа, о реликвиях мы будем неоднократно говорить, вспоминать в цикле передач «Уроки истории», тем более в среду, вероятнее всего, будет демонстрироваться фильм «Хайтарма», а также документальный фильм о Исмаиле Гаспаралы. Это очень интересно. Вот вы привезли сюда в студию фотографию тоже. Вот покажите, пожалуйста, кто там изображен. Эта фотография, это реликвия, наша семейная реликвия. Здесь изображены моя бабушка и мой дед. Деда я, к сожалению, не знал. Он был репрессирован в 1937 году и бесследно исчез.
Вот. А бабушка всю свою любовь отдала детям и внукам, и мы храним эту память как самое драгоценное наследие. Трагические ветры вас закинули под Йошкар-Олу. Да. А как сложилась судьба матери и как вот будущий великий или видный композитор, казанский человек Рубин стал именно в этих условиях, как он вышел? И мать ведь сейчас жива еще, да? Она ведь мама еще известный человек в Казани. Да, мама ныне это доктор экономических наук, почетный профессор Федерального университета. Вот. Она до сих пор трудится. У нее очень много учеников, докторов наук, целая плеяда. И она сохраняет вот эту работоспособность и желание работать, руководит несколькими аспирантами и докторантами, и очень увлечена своей работой. Как сложилась вот ее судьба и ваша судьба? Вы сделали себя, вы состоялись именно в Казани, как вот обычно трагические обстоятельства как-то ломают или раздавливают. Вы знаете, сказать, что ее жизнь была легкой, нельзя, потому что до 15-летнего возраста она воспитывалась и жила там, где родилась, в Алупке, Крымской области, так называлась раньше. Это была автономная республика. Потом Сталин лишил ее этого статуса, и в 1944 году весь крымско-татарский народ был выслан за пределы республики. Часть, несколько эшелонов пошли в Среднюю Азию на хлопкоуборочные работы, а несколько эшелонов пошли в Марийскую республику на, по сути дела, на лесоповал. И в течение 14 дней люди жили в товарных вагонах, вот, под неусыпным наблюдением часовых. И когда, это мама мне рассказывала, когда, наконец, двери товарных вагонов распахнулись, и все поняли, что их выпускают наружу, сначала думали, что это будет расстрел, что это будет уничтожение. Но потом поняли, что их выпускают на свободу. И до сих пор эта площадь в городе Волжске за клубом, который до сих пор, этот клуб существует, она носит вот эту память. Народ, который измучен был в течение вот всего пути. Я же не говорю о том, что испытывали люди, которые потеряли отчий дом, потеряли землю, потеряли все, по сути дела, в одночасье. И по рассказам моей мамы, на сборы там было дано совсем немного времени, и ее бабушка взяла с собой только цветок, декабрист. Ну вот, если понять, что это такое, это горсть родной земли вместе с цветком. Вот. Коран, то есть вот часть земли и часть души народа, так сказать, заключенные в этой книге. Вот все это приехало сюда. Вот. И это накладывает отпечаток, понимаете, на всю жизнь и ни одного поколения. Вот вы стали ректором, народным артистом России и Татарстана, исполнителем органной музыки. Консерватория имени Назип Жиганова – это выдающееся учебное заведение. Вот как вы пришли к этому? Такому, как бы, счастливому стараниями моей мамы я начал первые уроки, получил первые музыкальные уроки получил от ее подруги по работе Галины Георгиевны Соколовой.
А это была уроженка Петербурга, которая работала также в условиях ссылки на Марийском целлюлозно-бумажном комбинате. И она настояла на том, чтобы ребенка надо учить, она говорит моей маме. А мама не знает, как это сделать, потому что в городе Волжске не было музыкальной школы. Она была только в Зеленодольске. И поэтому в течение 2 лет, сначала с мамой, а потом самостоятельно, я стал ездить в Зеленодольск в музыкальную школу. Учился в Волжске в обыкновенной школе, а в музыкальную школу ездил в Зеленодольск. По тем временам пианино было невообразимой роскошью. Тем не менее, мои родители собрали последние деньги и купили пианино, потому что вслед за мной подрастала сестра, которая тоже стала учиться музыке. Вот. И когда я окончил 1 класс музыкальной школы, в школе повесили объявление, что Казанская консерватория набирает детей в специальную музыкальную школу. И для моей матери это был и выход из положения, потому что она не имела возможности переехать в Казань, город, в котором учился ее дядя в сельхозинституте на Виноградаре, и не могла обеспечить образование другим способом. Мама меня привезла в Казанскую консерваторию, в которой и состоялась моя первая встреча с Назиб Гаязовичем Жигановым. Потому что первый прием в консерваторию проводил он с полным составом профессоров. Такая была страшная комиссия для детей. Вот. Более 300 человек детей участвовало в этом отборе. И в результате осталось 30 человек. Очень небольшая часть детей была отобрана. И школа в первое время существовала по средам и субботам. Я помню, как в 7 утра я садился на паровоз, да, который шел из Волжска в Казань, к 9 часам оказывался в консерватории, до 3 часов шли занятия, и потом я самостоятельно добирался. Вот эти первые шаги самостоятельные. А дальше стремительный рост, потому что стать таким блестящим музыкантом, окончить университет, вот творчеством заниматься. А вам не мешала принадлежность к национальности крымских татар? Я всегда чувствовал эту тень прошлого, поскольку и рассказы моей мамы, и бабушки очень много содержали горьких страниц, и даже для меня, тогда малолетнего ребенка, это было понятно, что это не случайные слезы, и это очень горькие утраты, невосполнимые утраты. Но я видел, как трудится моя мама, как она делает свою биографию. Одновременно вот с тем, что она отдала детей в эту школу при консерватории, она поступила в аспирантуру экономического института. И когда оба ребенка ее оказались в Казани, а мы уже тогда жили в школе-интернате, Назиб Гаязович об этом позаботился, открылась школа, интернат открылся при специальной школе. Мы стали переезжать, но переезжали очень долго, потому что всяческие были препятствия при прописке. Очень трудно было. Нет работы, нет прописки. Нет прописки, нет работы. Вот такая была взаимосвязь. И мы сначала поселились в доме у моего деда по отцовской линии. Это был такой частный дом в соцгороде. Вот. И
некоторое время жили там, а потом с большим трудом, значит, поселились в коммунальную квартиру. И, собственно, первые 13 лет жизни в Казани мы жили в коммунальной квартире, и обе диссертации моей матери написаны в ванной комнате на чертежной доске. Вот такого рода трудности возникают только в результате больших политических катаклизмов, которые прошел народ, который потерял все. Сейчас вы как себя чувствуете? Тяжелые времена прошли. Вы уже стали, как бы сказать, по месту пребывания казанским татарином, да. но оставаясь крымским татарином по этносу. Да. Вот теперь как вы чувствуете? Есть земля отцов Крым, есть Казань. Что ваша страна где? Моя страна везде, где есть татары. Моя страна там. Вот я с самого начала сказал, что я очень близко ощущаю... Татары крымские или казанские? И казанские, и крымские мне очень близки, поскольку отец мой родом из Дубьязского района, и он сын середняка, земледельца. Ну а теперь другие ваши сородичи, Дубьязские и крымские в Казани вам встречаются, вот такие же люди, как вы, которые встали на ноги на казанской земле, в Татарстане. Есть еще? Как вы знаете, относитесь к ним? Это была счастливая судьба, что я попал под опеку Назиб-Гаязовича Жиганова. И, собственно, в первый прием в школу-десятилетку он большое внимание оказал мне и, собственно, вывел меня на большую дорогу. Это моя, так сказать, сыновняя, можно сказать, благодарность ему за такую судьбу, потому что без тех условий, в которых я вырос, без тех учителей, которых мне дала Казанская консерватория, я бы никогда не стал тем, чем я стал сегодня. И я пользуюсь случаем, чтобы всем учителям, всем, кто принимал участие в моей судьбе, выразить глубокую благодарность. В Казани сейчас довольно часто появляются представители культуры крымско-татарской, вот театр, Навруз-фестиваль приезжает, выставки происходят, другие представители полуострова и крымско-татарского народа. Как вы вот с ними встречаетесь и находят ли они себя здесь и вас? За 20 лет, так сказать, моей работы в качестве ректора я несколько раз был инициатором и обеспечил организацию и приезд такого известного ансамбля, как Хайтарма. Это известный фольклорный ансамбль, который гастролировал много лет подряд. И все, что касается музыки, искусства, я старался помочь тем людям, которые приезжают из Крыма. Эсма Мустафаева, которая училась у Зили Даяны Сумгатулиной, и Гульнора Рахимова, нынешняя солистка театра оперы и балета имени Джалиля. Вот. И многие другие, Дилявер Усманов, композитор, он дважды даже закончил консерваторию казанскую. Это же не случайно, Рубен Кабирович, что конечно. В Казани, вот в центр татарского мира, крымские татары тянулись, находили себе место для образования, работы. Недавно я выставку, помню, видел в Манеже, что ли, или где? Выставка была недавно организована Министерством культуры Республики Татарстан, искусство крымских татар. Она прошла в ноябре месяце в Хазине, в Кремле, и имела очень большой успех эта выставка. Вот материалы этой выставки изложены сейчас в этом замечательном буклете. Мы критикуем себя, что мы крымскими татарами не очень занимаемся, а так посмотреть, оказывается, в рабочем порядке. Вот вы знаете, идет работа. Культурные связи, и особенно в области искусства, они никогда не гасли, я бы сказал так. И Казань была настолько притягательным центром культуры.
университетский город со старыми традициями, город высокой тюркской культуры и интернациональный в том числе город. Поэтому все, что касается наилучших достижений крымских татар, ну, такой музыкант, например, как Энвер Измайлов, всемирно известный гитарист, чрезвычайно популярная личность и на Украине, и в России, и в странах Европы. Рубин Кабирович, да. Уже завершается наша первая беседа в цикле «Уроки истории», такие своеобразные уроки. В конце я хотел бы сказать, что вот в нашей беседе мы не сказали, куда присоединяться к Крыму, за кого крымчанам и татарам голосовать. Непростой вопрос, и это каждый решает не сразу, и не всегда это только голосованием решается. Но факт, что крымские, казанские татары как бы отстаивают свои интересы, помнят о своих интересах, они принадлежат самим себе, и у них есть интересы. Ну а то, что именно в России история крымских татар прошла, и даже после репрессий именно в российских городах и в Татарстане нашлось продолжение крымской жизни, татарской жизни, это факт. Поэтому хотелось бы, конечно, не знаю, как вам, чтобы крымские и казанские татары были одной семьей, вместе творили в условиях мира. Это замечательная мечта. К сожалению, события в нашей жизни часто проходят не так, как нам хочется, или не так, как нам кажется, они должны происходить. И очень часто мы многого не знаем из того, что является истинной причиной тех или иных конфликтов или столкновений. Я убежден в одном, что народ татары, народ очень сильный, сильный своей духовной культурой, сильный своей историей, и те катаклизмы, которые довелось пережить этому народу, они дадут ему силы, дадут ему мудрость в выборе завтрашнего дня. И я знаю, что ни один татарин не хочет войны, ни один татарин не хочет кровопролития. Мне хочется пожелать, чтобы эта ситуация разрешилась мирным путем, разрешилась путем диалога, даже самого трудного, даже самого непримиримого диалога, да? Всегда в начале пути должно быть желание обеспечить мир с добром, со справедливостью и обеспечить будущее каждого народа, который живет на этой земле. Ну а Татарстан всегда с вами, дорогие крымские татары. На этом первая передача из цикла «Уроки истории» завершается. Спасибо. До свидания.